Знаменательная дата для народа Абхазии – 15-летие международного признания государственной независимости насыщена торжественными мероприятиями и знаковыми встречами. Спикер парламента, обращаясь к депутатам Госдумы Федерального собрания Петру Толстому, отметил, что волевой шаг со стороны Российской Федерации – событие, навсегда вошедшее в историю Абхазии. Добро пожаловать, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Мы очень рады приветствовать вас в такой торжественный день. Сегодня очень серьезная и знаменательная дата для народа Республики Абхазия прежде всего и для Российской Федерации, которая дала возможность тому, чтобы эта дата была в Абхазии, отмечалась. 26 августа 2008 года – это один из самых ярких дней новейшей истории Абхазии. Для нас он наполнен незабываемыми эмоциями и энергией общей радости для всех граждан Республики Абхазия. Лаша Ашуба особо подчеркнул и поблагодарил Петра Толстого за неизменную позицию в отношении Абхазии, которую он и его коллеги высказывают на всех площадках. Спикер отметил то, насколько новый вектор внешнеполитического взаимодействия повлиял на развитие социально-экономической жизни республики. Отдельную благодарность хотел бы выразить, конечно же, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за его позицию в отношении народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. После прихода в руководство Российской Федерации Владимира Владимировича Путина сразу начали происходить позитивные изменения в отношении наших республик. Была снята блокада, которая длилась длительный период времени, и в последующем было признание. Да, это было мечтой абхазского народа, и она сбылась благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Хорошо помним легендарный указ президента Медведева, помним голосование в Совете Федерации и в Государственной Думе после обращения парламентов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и всех тех людей, которые принимали в этом участие задолго до процесса признания. Это был первый и смелый шаг России на пути обретения суверенитета, сказал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Добавил, что с учетом исторического взаимоотношения народов России и Абхазии нынешнее братское отношение особо ценно. Действительно, этот день важный и в истории Республики Абхазия, и, как мне кажется, и в истории нашей страны, России, потому что это был первый шаг России на пути обретения суверенитета, смелый шаг и, безусловно, важный для дальнейшей истории страны. Потом Крым, сейчас идет специальная военная операция на Украине, и все эти события так или иначе связаны и именем нашего президента Владимира Владимировича Путина. И самое главное – это выражение национальных интересов народа России, как вы сказали, который это решение изначально поддерживал. Братские связи народов Абхазии и народов России, они известны, им много лет, столетия. Напомню, что Абхазия вошла в состав СССР раньше Грузии, поэтому мы всю эту историю помним, знаем и ценим то братское отношение, которое сегодня в Абхазии есть по отношению к России. На встрече обсудили и работу межпарламентской комиссии. Петр Толстой отметил, что важно достичь конкретные результаты. Речь идет и о масштабной реконструкции контрольно-пропускного пункта ПСУ, что существенно облегчит процесс пересечения российско-абхазской границы. Наши встречи, наше общение, наш диалог, безусловно, важны, но для наших избирателей также важны и конкретные результаты работы. Речь идет и о решении некоторых социальных проблем, которые существуют ввиду каких-то бюрократических, скажем, проволочек. Речь идет о масштабном проекте реконструкции КПП на границе, который облегчит взаимное, так сказать, передвижение между нашими странами. Очень надеюсь, что нам удастся продвинуться также и в области сотрудничества, в области информатики, искусственного интеллекта. У нас с нашей стороны в парламенте входят в нашу комиссию депутаты, которые являются специалистами в этом.
Далее встреча продолжилась без участия журналистов. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.